Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Лишь Его мы просим о помощи, лишь Его мы молим о прощении, лишь мы Ему поклоняемся одному. И я свидетельствую, что нет божества достойного поклонения. Кроме одного единственного Аллаха, я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и посланник. Амма ба'д. А после, дорогие братья, все вы знаете, начался новый учебный год. И поэтому, наверное, было бы правильным поговорить о важности знаний. И сколько мы бы ни говорили об этом, эта тема остается и будет оставаться актуальной. В нашей великой книге, в последнем Писании, в благородном Коране, в Сунне посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, есть множество аятов, текстов, указывающих на важность знаний. Я не буду ставиться целью перечислить их всех, ибо это невозможно в рамках одной хутбы. Приведу лишь некоторые и постараюсь указать на важность знаний, иншаллах. Аллах Субхану Тааля первое, что не спаслал, это были слова, все вы прекрасно знаете. «Икра» – читай. «Икра бисми раббика аллази халак. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم». И дальше Аллах говорит, все вы знаете перевод этих аятов, многое что есть сказать, поэтому не буду цитировать перевод. Дальше Аллах Субхану Тааля что говорит? «Аллази аллама билкалам», который научил посредством трости. И в комментариях в объяснении этого аята указывается на что? На то, что Аллах Субхану Тааля подчеркнул, ибо трость, ибо обучение, получение знаний мы получаем посредством именно этого, трости. Аллах Субхану Тааля клянется, мы знаем, часто своими творениями. И это можно лишь только Ему. Это достойно лишь только Его. Мы же можем только клясться именами Аллаха и Его сифатами. Так вот, когда Аллах чем-либо клянется из своих творений, Он хочет подчеркнуть важность этого. И опять же, я не буду цитировать все аяты, лишь некоторые. В частности, Аллах Субхану Тааля клянется и говорит: «Вот тур, во китабим мастур», клянусь Туром и книгой начертанной, таким образом выделяя книгу. Или в другом аяте «Вал калами ва ма ястурун», и тростью, и тем, что они пишут или начертают. И Аллах Субхану Тааля сравнивает знающих и незнающих. И Аллах Субхану Тааля подчеркивает достоинство знаний в контексте сури Юсуфа, то, что Аллах его обучил. И Он говорит: «Ванарфау дараджат», то есть тех, кто знает, мы, Аллах Субхану Тааля говорит, мы возвеличиваем на степеня, поднимаем на степеня. Или в другом аяте Аллах Субхану Тааля говорит: скажи, равняются ли знающие и незнающие? «Куль халь ястави аллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун. Иннама ятазаккару улюл альбаб». Поистине поминают лишь обладающие разумом. Познание, обретение знаний, дорогие братья, это нескончаемый процесс для человечества. Пока человек существует, он обязан познавать и узнавать. И в этом заключается глубокий смысл в словах Аллаха: «Вама утиту минал ильми илля калиля», и вам даровано из знания лишь немного. Или в другом аяте, где Аллах Субхану Тааля говорит: «Вафаука кулли ви ильмин алим», и поверх каждого знающего, который может нам показаться из тех, кто обладает знанием, есть все знающие. То есть кто обладатель действительно истинных знаний, всего знания? Аллах Субхану Тааля, Творец всего сущего. Как сказал об этом Аль-Хасан Аль-Басри: «Лейса алим илля фаукаху алим, хатта янтахи илля Аллах азза ва джаль». Нет такого знающего, помимо которого не был бы еще более знающий.
И все эти знания заканчиваются Аллахом всемогущим и великим. И как говорил один мудрец, есть такой пример, знаете, мудрый. Чем больше ты знаешь, тем больше ты не знаешь. И он объяснял это тем наглядным примером. То есть поставьте точку и обозначьте вокруг точки область своих знаний. И очертите ее кругом таким. Если вы знаете вот столько, то длина круга будет такой, соответственно. Если вы увеличите знания, то длина круга будет больше. И если в кругу то, что вы знаете, а за кругом то, что вы не знаете, получается, чем больше вы знаете, тем больше вы не знаете. Вот таким наглядным примером. Аллах возвеличивает посредством знаний, и мы это уже упомянули. Теперь возьмем практику. Первое, что сделал посланник Аллаха, обратите внимание, когда Аллах даровал победу в битве при Бадре. Что он сделал? Он обозначил в качестве откупа, выкупа пленных, военнопленных среди курайшитов, в частности, это обучение 10 мусульман грамоте. То есть, чтобы курайшиты из Мекки обучили 10 мусульман, и таким образом совершался выкуп, как бы их забирали. Примечательно, разве не так ли? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, обозначил получение знания фардом для каждого мусульманина, в некоторых версиях для каждой мусульманки. Хоть и некоторые утверждают, что этот хадис слабый, недостоверный и так далее, но на самом деле тахкик указывает, что этот хадис сахих ли гайрихи, как на это указывает имам Суюти. Талабуль ильми фаридатун аля кулли муслим. Получение знаний, требование знаний является фардом для каждого мусульманина. И хадис этот достоверный за счет других хадисов, что называется сахих ли гайрихи. Смысл, глубина смысла этого разделения, то есть ученые, трактуя этот хадис, говорят, кстати говоря, имам Аль-Маннауи говорит, что есть 20 мнений, представьте, 20 мнений по поводу того, что является из получения знаний фардом. И как указывает на это имам Аль-Маннауи, что он говорит? Что 20 мнений, у каждого свои доказательства и опровержения. И лучшее сказал, это то, что сказал Кады по этому поводу. То, что неизбежно необходимо для мусульманина в обучении, как познать Творца, познать Аллаха, то есть познать таухид, это является безусловно фардом. А также то, что является из обязательных обрядов поклонения, намаза, поста и так далее, все это является фардом. И помимо этого есть фуруд кифая. Это то, что мы упомянули ранее, является фардом айном, то есть каждого лично, независимо от каких-либо составляющих. А есть фуруд кифая. Есть те фарды, которые являются общественными. То есть если общество в целом мусульманское выполнило часть какая-то, то другая часть не обязана это делать, но, как вы понимаете, все это условно. И сюда, естественно, все относится. Абсолютно все. Как и детальные вещи в религии Аллаха Субхану ва Тааля, имеется в виду знание торговли, за исключением тех случаев, когда человек непосредственно хочет торговать и заниматься бизнесом. Тогда это для него становится фардом. И другие науки, инженерия, медицина и так далее. А теперь, я считаю это очень важным пунктом. Мы, мусульмане, сегодня, валлахи, очень плохо понимаем слово фард, кифая. Соответственно, и жизнь такая наша. Соответственно, и наши успехи и достижения такие. Далеко не надо идти. Вот, например, даже если взять вот это общество, которое здесь сидит,
том числе включая меня, и начиная с самого себя. То есть сколько среди нас сейчас, вот если опрос провести, например, кардиологов, или хирургов, или инженеров, действительно практикующих. Я не уже говорю про геофизику, за исключением вот Зевряга. Не говорю про ядерщиков и так далее. Я думаю, будет 0, цифр, zero. Что это означает? Означает это, по сути, что мы должны это осознавать. Мы в грехе, получается. И наоборот, когда я слышу некоторые примеры, человек изучал медицину, и вроде бы там первый курс закончил, вдруг он бросает и хочет изучать шариатские науки. Даже в шариатских науках у нас провал. Кто закончил сегодня шариатские науки, начал изучать шариатские науки, действительно закончил. Не хватает терпения. Сложно ли, видите, обучаться, семью невозможно привести, бросают направо, налево и так далее. Это реалии жизни, к сожалению. И мы плохо понимаем это. Получается, что понимание наше сегодняшнее, фарда кифая, сводится к чему? Сводится к тому, что типа моя хата с краю. Надо признаться это самим себе. Или мне хорошо, да и ладно. Или это же не мой личный долг. Вон там есть аму, или есть муфтият, или есть меджлис, кто-то, что-то. И что, будут критиковать денно и ночно. Они же должны делать. А что такое аму? А что такое муфтият? Это реальный джамаат, который состоит из нас с вами. Это наша обязанность. Мы так должны к этому относиться сегодня. Иными словами, дорогие братья и сестры, социальная активность наша сегодня, фард кифая, это есть социальная активность. И обратите внимание, это фардом названо в нашей религии. Она оставляет желать лучшего. Такими ли были наши предки, дорогие братья? Я вынужден говорить словами истории, хотя не люблю это. Но вынужден, чтобы пробудить эти чувства. Такими ли были? Да нет, конечно. Знаем ли мы, что первая религиозная школа, хоть она и была, она потом переросла в университет, открыли мусульмане. Это университет из Зайтуна. То есть он был основан в 732 году. Первый университетский комплекс, то есть если это была первая школа, то первый университетский комплекс в мире, опять же, был основан Эль-Кайраван, то есть это получается Марокко нынешнее. То есть это 859 год. Кстати говоря, был основан женщиной. Интересный факт. Я, например, об этом не знал. То есть узнал, признаюсь, сегодня. И, кстати говоря, составителями книги рекордов Гиннесса признается старейшим в мире постоянно действующим, то есть по сегодняшний день, высшим учебным заведением. Если взять нашу географию. Первый в Восточной Европе, то есть тоже школа университетского прототипа. Это Занджирлы медресе. В Восточной Европе, подчеркиваю. Было основано в 1500 году Мингли-Герань, Крымское ханство. До него еще во времена Узбек-хана Золотой Орды в Крыму работало другое медресе. То есть помимо этого были другие даже медресе, но они были мелкие. А такое крупное именно, это уже считается Занджирлы медресе. Это лишь некоторые примеры, мои дорогие братья и сестры. Лишь некоторые. Еще такой интересный момент. Знаете, из-за того, что у нас нет должного отношения к этому, к вопросу образования, к получению знаний, наша умма постоянно что-то догоняет. Пытается кого-то догнать и, к сожалению, не догоняет. А в свое время Запад
в том числе и СССР, который существовал, они четко это усвоили. Обратите внимание, что сказал Кеннеди. Кеннеди, когда США опоздала, то есть проиграла СССР в гонке того, кто первым прорвется в космос. Он сказал: советское образование лучшее в мире, мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой. Если кто-то считает, что это восхищение там, западными ценностями, он ошибается. Это сухая констатация фактов. Они это поняли, осознали. И они вкладывают колоссальные деньги и имущество в развитие образования. Не жалеют. И сегодня мы также должны быть такими. Не потому, что они такие, а потому что в основе наша религия призывает к этому. В основе это наши ценности. Я уже привел некоторые примеры. Поистине, в пятничный день есть особенное время, когда Аллах Субхану ва Тааля принимает мольбы. Я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы мы застали этот момент. Астагфируллах ли ва лакум. Поистине вся хвала принадлежит лишь одному Аллаху. Мы Его прославляем, восславляем и лишь Его просим о прощении. А после, дорогие братья, чтобы познать важность знаний, я предлагаю переключиться на антоним, да, на невежество. Знаете, математика, она дает понять некоторые вещи глубоко. Представьте сейчас перед собой доску. И представьте, что я пишу на ней сейчас уравнение. Уравнение гласит или состоит из следующих слагаемых. Невежество плюс бедность. Чему равняется, как вы думаете? Я думаю, равняется преступлению. Это часто приводит к преступлению. Или следующее уравнение. Невежество плюс богатство. Чему может равняться? Как правило, приводит к порче, к злу. Невежество плюс свобода. К чему может привести? К анархии. Невежество плюс власть. К чему может привести? К тирании и несправедливости. Невежество плюс религия, религиозность. К чему может привести? К крайности. К разным крайностям. К мурджизму, хариджизму и так далее. Измов много. К терроризму и тому подобное. А теперь в тех же уравнениях замените слагаемое невежество на знание. И посмотрите, что получится. Знание плюс бедность к чему приводит? К довольству. Чувство удовлетворенности тем, что тебя Аллах наделил. Знание плюс богатство к чему приводит? К жертвенности, к цивилизованности. Знание плюс свобода к чему приводит? К творчеству, к инновациям. Знание плюс власть к чему приводит? К справедливости. Знание плюс религиозность, богобоязненность. К чему может привести? К правильному следованию. Истикама. Истикамету. Акур Рабби зидни альма. И скажи: о Господь мой, преувеличь мои знания. Дети, мои дорогие братья, наше будущее. Если мы сегодня не обладаем должным уровнем знания в связи с того, что нам пришлось пережить, да, СССР там и так далее, многие из нас, то будущее за нашими детьми. И мы должны сегодня понимать это и осознавать. Мы не должны это расценивать как вещи, которые считаются чем-то второстепенным, чем-то комфортом каким-то. Да? Есть такая градация в шариате даже.
дарура, аулявият, тахсиният и так далее. Тахсиният – это вещи комфорта, да? А многие ведь так относятся. Мы должны по-другому смотреть сегодня на эти вещи. Мы должны это рассматривать как необходимость сегодня. Или как аулявият, как первостепенные вещи. Соответственно, должны учитывать это даже в бюджетировании семейном, если оно есть, конечно. В плане расходов и так далее. Уж лучше не доесть, но дать образование своему ребенку, чтобы умма росла. И это наш долг. Таким должно быть отношение сегодня. И дай Аллах, чтобы оно было таковым. Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он нам даровал знания и сделал нас знающими. Я молю Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он уберег нас от невежества. А ведь невежество, кстати говоря, бывает разных степеней. Бывает просто невежество, и, кстати говоря, просто невежество. Это намного лучше, я бы так сказал, ну, естественно, в кавычках, нежели осложненное невежество. То есть, когда человек думает, что он знает, но на самом деле он не знает. И, к сожалению, этот диагноз очень распространенный среди мусульман. Когда люди что-то узнали поверхностное, особенно в плане религии. Пару аятов, пару хадисов, и давай ими раскидываться направо-налево. Но это отдельная тема. Я молю Всевышнего Аллаха, чтобы Он уберег нас и даровал нам возможность обучаться, обучать наших детей.